человек труда. Самый главный объект заботы всех, независимо маленький чиновник, независимый бригадир там, независимый директор, допустим, совхоза, вплоть до председателя правительства, до народных депутатов всех уровней. Самое главное – это забота человека труда. Егор Михайлович Ларионов родился и вырос в Салбанском наследии Намского улуса. Закончил Свердловский юридический институт и Хабаровскую высшую партийную школу. Свою трудовую деятельность начал в родном Намском районе. Еще начиная с комсомола, когда я был инструктором, секретарем комитета колхоза «Лена» у Салдане, вторым секретарем в родном Намском райкоме комсомола. С этого времени, конечно, уже начинается процесс рождения совсем другое мышление. Раньше школа, организованная пионерские сборы, комсомол, там шествия и так далее, все это надо. А раньше мы колхозу, совхозу здорово помогали. Прям помогали. И сенокосы, и полное время дояркам, там работникам, скотникам. Гидропон выращивали для молодняка. А комсомол брал полностью всему Намскому району шествие над телятами. Полностью. Все, бригадир говорил, давай там, Петя, Гоша, вы комсомольцы, все, мы вам вручаем 10 телят, которые родились вот тут, ага, все, ухаживайте. Все, дается задание, и девчата наши вот там берут это шефство и работают. То, что я сделал вот свои годы, вспоминаю, молодые годы, когда впервые начал работать, руководить районами. Я в Сунтарском районе работал 5 лет секретарем райкома партии. В Намсах, моей родине, я работал председателем районного совета, исполкома, потом первым секретарем райкома партии и председателем районного совета тоже свыше 5 лет. Поэтому то, что доверили мне быть депутатом вот этих высших органов государственной власти республики, это не только моя заслуга, но и заслуга простых рабочих, крестьян, передовой интеллигенции района, которые действительно поддерживали нас, руководящих органов района. Я еще как юрист работал почти 5 лет в Ленском районе судьей. Поэтому доверял, конечно, народ доверял, что раз он юрист, наверняка не допустит таких крутых изменений, не допустит, чтобы население района кто-то обижал. Годы активной работы Егора Михайловича выпали на непростое время, на время становления государственности нашей республики, когда старые методы уже не работали, а новые еще не были сформированы. Те первый, второй созыв Государственного собрания Тюмень, особенно Верховный Совет, народные депутаты, по-простому сказать, крутые народные депутаты были. Они не давали себе обиду, не только личности, они не давали обиду наших государственных органов, наших лидеров, принципов, по которому мы в течение много лет развивались. Самое трудное было взаимоотношения между ветвями власти, между институтом президентства, правительства и парламента. Но это мы восстановили только в соответствии на основании законности, права. У нас был принцип действовать, работать для республики, для народа что-то делать только в соответствии законам, буквами закона.
принципами Декларации о государственном суверенитете и нашей Конституции. Для нас вот эти 2-3 документа были самые главные. Поэтому я сейчас думаю, мы совершенно правильно делали. Трудовая география Егора Ларионова обширна и богата людьми и событиями. Егор Михайлович является одним из авторов Конституции Республики Саха-Якутия, Федеративного договора, первых важнейших законодательных актов. Наша республика, начиная Михаила Ефимовича Николаева, Климента Егоровича Иванова, председателя Верховного Совета, его заместителей Василий Михайлович Власов, Андрей Дмитриевич Кириллин, это заместитель председателя Верховного Совета, и другие. Вот они очень сильно стали работать в экономическом, юридическом, правовом плане, чтобы действительно не только сохранить автономию, которую нам подарили наши великие люди, но еще дальше идти. Новая современная форма государственности в виде республики. Была принята декларация в 90-м году, легендарным Верховным Советом 19 созыва проголосовали за декларацию о государственном суверенитете. Тысячи предложений было от народа, от избирателей наших. Это не только отношение декларации, но и отношение новой Конституции Республики Саха-Якутия. Одновременно мы работали над декларацией и Конституцией. Но по форме, как говорится, борьбы и постановки вопроса надо было сперва декларацию. Это политический документ, это не правовой, что намерение народа Саха, народа многонационального народа республики нашей, о том, что мы должны точно соблюсти правила игры, как говорится. И вот был принят 27, кажется, числа Декларация о государственном суверенитете. Это был исторический факт. Потом, через 2 года, мы приняли нашу Конституцию. Многолетний плодотворный труд на руководящих должностях невозможен без надежного тыла и поддержки со стороны семьи. Степанида Степановна Ларионова была той самой крепкой опорой для своего супруга на протяжении всей жизни. Для меня, конечно, семья – это крепость, настоящая крепость. И духовно, и морально, и физически. Я даже сейчас думаю, ведь Степания Степановна Ларионова – это моя супруга, которая вот скоро 8 лет будет, ее нету. И вот она всюду следовала со мной. В декабре выборы, судьей стал, а она учительница. Ну, кто до декабря там будет, ее разговора такого не было. И сверху, и куда. Все, приехал, там мест нет, школы. А она преподавала русский языка, литературы, окончила университет наш. Трудности были, но она вид не показывала, боевая была. И в вечерней школе место нашли, но там кто-то завалил и так далее. Ради удовольствия она вот в течение 4 лет практически, она вот в вечерней школе работала. Быть руководителем, оставившим свой след в истории огромной многонациональной республики – большая победа. Но быть тем, кому благодарны сотни и тысячи людей, простых тружеников, селян и горожан – победа двойная. Но я в свое время еще был у него общественным помощником, когда был он членом Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. И это был, по-моему, 1997 год, если мне память не изменяет. И мне повезло, что я попал тогда в Совет Федерации. Я наблюдал, как он
очень такие вот острые вопросы ставил тогда еще небезызвестному Анатолию Борисовичу Чубайсу, первому вице-премьеру тогда правительства Российской Федерации. И буквально Анатолий Борисович тогда Чубайс, он был зажат в угол. Вот ответственность, которую он чувствует перед своими согражданами и избирателями, она идет с ним до конца жизни. Прежде всего, ответственность за судьбу республики, когда он был одним из первых руководителей нашей республики. И мне это очень импонирует, и, конечно же, с него нужно брать пример. Является моим земляком, он родом Намского Улуса, село Салбанцы, вот поэтому по работе, когда я главой работал, он очень много помогал нам, как старший товарищ, потому что там же, допустим, конкретно по социально-экономическому развитию, какие вопросы, если проблемы возникали, конечно, мы на него тоже выходили. Вот поэтому я считаю его как своим учителем, получается так, вот поэтому я очень благодарен. Мы вместе с ним работали в первом и во втором созыве. В втором созыве он был председателем контрольного комитета, который тоже стоял за интересы нашей республики, за интересы всего населения нашей республики. Мы часто неформально общались, и я знаю, какой прекрасный и интересный он человек, как широк его кругозор и как он много знает. Мы с ним даже выезжали не раз в различные командировки, где он действительно показывал себя как большой руководитель нашей республики. И, конечно, мне бы хотелось в заключении пожелать ему больших успехов, главное – здоровья. И я знаю, что он является бойцом за народовластие. Принцип простой. Надо работать так всем чиновникам, всем депутатам, всем те, которые от них зависят, только для человека труда. Пусть будет в веках Республика Саха-Якутия, родина свободолюбивого, работящего народа, народа мужественного и бескорыстного, народа чести и достоинства. Игорь Михайлович Ларионов.